Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, He's clearly committed war crimes. Ибрагимов Саид Эмин, президент Международной ассоциации мира и права человека, член чеченского правительства в изгнании. Я руковожу маршем мира. Цель нашего марша состоит в том, чтобы объединить страны Европы вокруг идеи создания международной группы расследования и рассмотрения чеченского вопроса с позиции норм и принципов международного права. Я Эгхард Мац, председатель немецкого Кавказского общества. Я организовал сегодня этот митинг, этот пикет, чтобы вспоминать начало Первой Чеченской войны. Я тогда, из-за этого ужаса, который я там видел, страшное нарушение прав человека, военные преступления, я, как гражданин Германии, это не мог выдержать. И из-за этого я создал вот эту организацию. Мы сейчас этим митингом вспоминаем начало этой войны, это страшное, которое не только единственный юбилей в этом году. И мы хотим, чтобы создали комиссию по Евросовете, чтобы преследовать все преступления, которые там были в этой войне, и чтобы это пересмотреть на этому поводу тоже чеченский вопрос. Мы едем с Варшавы через столицы европейских государств, свободных государств, и мы окончим нашу поездку в конференцию в Европарламенте. Мы требуем от политиков, by u nich stało mужество, stało politycznej woli do postawienia ludzi, którzy odpowiadają za убийства в Чечне. После того, как мы подали Международный уголовный суд против военных политических сил России во главе с Путиным, против меня было совершено покушение. Вот это следы того покушения. И на теле 24 раны нанесли. И я думаю, что они совершили это покушение, потому что боятся суда. Они требовали, чтобы я забрал назад свое заявление. Но этого никогда не произойдет. В настоящее время документы сейчас находятся в Гааге. Я имею связь с Гаагой. И они говорят, что если Совет Безопасности ООН пришлет им письмо, обязательно начнут работать. Организация «Мир и права», Ассоциация «Мир и права» подал иск против высшего руководства России и против Путина
И они обвиняются в военных преступлениях, в геноциде против чеченского народа. Фашизм, который сегодня Россия распространяет по мировому сообществу, ударит именно по ним тоже. Опасность сегодня возникает всему мировому сообществу. Цель нашей сегодняшней встречи, сегодняшнего митинга заключается в том, что мы говорим Международному уголовному суду: Россия совершила тяжкие преступления. 2 агрессии, геноцид, преступления против человечности. Вы говорите нет. Если вы говорите, что не было этих преступлений, то скажите об этом. Но ни Международный уголовный суд, ни другие высокие международные организации четко и ясно нам не сказали, совершил Путин преступление, путинские власти, политические и военные силы России, совершили они преступление или не совершили. Они молчат на этот вопрос, никакого ответа. Сегодня в своем письме я написал генеральному прокурору о том, чтобы он вышел к людям и сказал: вы принимаете то, что мы написали в этом документе? Этот документ на французском языке мы представили в Международный уголовный суд. Преступления, совершенные высшим политическим руководством, военным руководством и военнослужащими. С этого времени мы неоднократно обращались в трибунал, в Гаагу, к прокурору в связи с тем, чтобы они начали рассматривать эти дела и материалы, которые мы передали. Но все это сегодня как следствие и попустительство всего международного сообщества, которое заявил на трагедию, на убийство чеченского народа, что это якобы является внутренним делом самой России, сегодня эта Россия с войной пришла уже в Европу. И сегодня в Европе разрушают старинные города, памятники истории, архитектуры, убивают невинных женщин, детей. И все это делается под предлогом какой-то спецоперации. Этот трус, который засел в Кремле, он привык не называть вещи своими именами. Убийства, которые они совершают, они прикрываются под какими-то другими лозунгами. Как это было в Чечне. Убийство чеченского народа они окрестили наведением конституционного порядка. И сегодня точно так же убийство украинцев он окрестил и назвал это спецоперацией. Это почему? Потому что и украинцы, и тогда чеченцы, мы являлись независимым, суверенным, свободным государством. И он, и Россия, не он, Россия обошлась с нами как с врагами. И они заново решили завоевать эти территории. Завоевать и аннексировать, полностью оккупировать Чечню им удалось. И с этого времени этот монстр вышел на свободу. Он вышел на широкие просторы. Он захватил и аннексировал части территории Грузии. В последующем он аннексировал территорию Украины. И сегодня он открыто начал войну против всего украинского государства с тем, чтобы захватить и оккупировать эту территорию, чтобы вычеркнуть из карты мира само понятие как украинское государство. И вот вопрос, мир позволит им это сделать или нет?
Да, мир им позволит это делать, если мы позволим миру и мирным и сильным мира сего допустить это. Потому что в геополитике, в политических вопросах, политической целесообразности не существует такое понятие, как эмоции, или как жалость, или какое-то сопереживание и сочувствие. А в гуманизме и о гуманности не приходится говорить. Эта целесообразность переходит в цинизм. И если мы сегодня позволим и допустим это, они с удовольствием пойдут по этому же пути обратно, учитывая свои интересы с Россией. Но сегодня мы не должны допустить, чтобы мир и сильные мира сего признали снова Путина легитимным и допустили его в свой престижный клуб политиков. Но мы видим, что и сегодня попытки продолжаются сделать это. Заигрывание с ним, телефонные звонки с Путиным, с убийцей и с террористом, они недопустимы. И мы должны сказать миру, не только здесь, перед Международным трибуналом в Гааге, но во всех местах, во всех столицах европейских стран, западных стран и всех, кто считает себя цивилизованными обществами, мы должны проводить такие акции и протестовать против того, чтобы мир допустил или позволил Путину продолжать народоубийство в Украине. Ибо это не будет только народоубийством Украины, это будет убийством всей цивилизации. И я очень надеюсь на то, что сегодняшняя наша акция, она каким-то образом несет свою лепту в борьбу с международными террористами. Путин террорист! Путин террорист! Путин террорист! Я обращаюсь к верховному главнокомандующему Украины, президенту Зеленскому. Поддерживая украинский братский народ в своей борьбе за независимость и решительно осуждая вероломное нападение России на Украину, Государственный комитет деоккупации ЧРИ принял следующее решение. Государственный комитет деоккупации ЧРИ готов приступить к формированию добровольческих отрядов из числа граждан ЧРИ для отправки в Украину. Для этого правительство Чеченской Республики Ичкерия должно подписать договор с Украиной о военном сотрудничестве. Это необходимая процедура для того, чтобы наши добровольцы были защищены Женевской конвенцией. Мы будем рады внести свой вклад в справедливой войне украинского народа. Против чеченского народа ведется перманентная война, то есть война определенные периоды, уже где-то 400 лет. И во все времена чеченцы назначаются виновными в этой войне. Называют чеченцев то бандитами, то разбойниками, то террористами и так далее. И вот те документы, которые я представил для Международного суда, эти документы полностью, все 100% доказывают вину России.